Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Месяц апрель. Что ждет вас? Что судьба вам готовит? Какие перемены в жизни неизбежны? Загадайте, пожалуйста, на себя. На апрель загадайте. Ну и давайте вместе посмотрим, что вас ждет и что, конечно, с вами будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как необычно. Ой, как необычно. Смотрите, у вас дерево с такой широкой корневой системой. Корни, очень много корней, корни разрастаются, прорастают. И дерево ваше, оно как цвести начинает. Цветение. Веточки, конечно, еще голые, но они без листиков, но цветут. Очень классный знак. Такими знаками показывают всегда укрепление семьи, улучшение в личной жизни. Вы у меня все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины. Люди, которые имеют семью, и люди, которые только лишь в поиске, да, создания идеальных отношений. Корни, сближение с родом, серьезные отношения, найти и встретить того, кто идеально войдет в вашу родовую систему. Ну и в чью родовую систему войдете вы. Хотите верьте, хотите нет, но именно в апреле ваша личная жизнь очень-очень прям выстрелит, будет прекрасной, чудесной и будет вас радовать. Кто в поиске, прям найдете, прям откроется, кто ваша идеальная пара, кто у меня уже в отношениях, ждите улучшения, потепления, улучшения, ну цветы, понимаете, цветы это прекрасно, это про радостные счастливые дни, про то, что вы лучше друг друга понимаете, про то, что вы на одной волне. Кстати, еще по цветам очень часто могут показать беременность, да, женщина может забеременеть. То есть ждите прибавления, можно так сказать, да. Очень классный знак. Ну и также, кто у меня болел, особенно если у вас какие-то наследственные болезни, то именно в апреле я вижу, что у вас будет улучшение. Прям совсем забудете про свои болячки. Ну а кому-то из вас повезет, и вы действительно можете исцелиться, причем целиком и полностью. Очень классный знак. Также с левой стороны у вас образ нового человека. Человека с большими ногами, ступнями. Да? Человек серьезный и надолго войдет в вашу жизнь. У кого-то именно в личном плане человек войдет в вашу жизнь, а у других вот дружба, сотрудничество. Серьезный человек с серьезными намерениями и человек, который вас и не обидит, и не подведет. И никаких проблем вам создавать не будет. Наоборот, этот человек имеет щит и меч. Я понимаю, что человек будет вас оберегать, защищать, да, воевать за вас на вашей стороне. Очень классный знак. С правой стороны у вас голова лошади. Но это про работу. Это про работу, это про бизнес, это про деньги, про возможность заработать. У кого-то отыграется как перемена места работы, да, либо нахождения работы. Да, возможно, вы сейчас ищете в апреле, вы точно найдете. И еще так показано, как два семечки. Да, может быть, сразу за 2 работы возьмете, может быть, вы будете выбирать между 2 работ. А у кого-то отыграется, что и муж, и жена в апреле работу сменят, либо найдут, да, ну, смотря в каком вы состоянии, положении находитесь. Но вот что связано с работой, именно в апреле вам все дороги открыты, еще как выбор идет. Ну, либо у кого-то еще и совмещать получится. Вот, если вы давно мечтали заняться своим делом, открыть свой бизнес, да, либо вы уже ведете свой бизнес, а обороты не те, допустим, да, то по этим семечкам явно будут улучшения, будут найдены новые пути, новые идеи, которые вот прям прорастут из этих семечек.
Вот. Ну и также вот про совмещение. Мне почему-то мысль идет, да, что вы можете совмещать два дела. Одно дело, например, там карьера, деньги, а другое для души. Но тоже будет вам работа и тоже будет приносить вам определенную прибыль. Так, еще здесь показан человек, который вас порадует. От этого человека всегда какие-то проблемы исходили. И этот человек для вас проблематичный. Да? Возможно, вы на протяжении многих месяцев, а может быть даже и лет, постоянно должны были этому человеку помогать, спасать, выручать. Ну, в общем, понимаете, да, опекаться этим человеком. Но именно в апреле ситуация резко развернется в противоположную сторону. Вы будете гордиться этим человеком, будете этому человеку рады. И вот вижу, что этот человек впервые за долгое время как-то будет вам возвращать то, что вы в него вкладывали, либо в нее вкладывали. Ну, поживем, конечно, увидим, но это очень неожиданно и очень приятно. Так, а вот здесь показан какой-то момент небывалого везения в вашей жизни. Повезет, так повезет. Этот день вы запомните на очень долго, а кто-то прям на всю жизнь запомнит. Везение. Везение найдет вас само, и везение будет настолько вот прям неожиданным, что вам покажется, что чудо произошло. Я не могу сказать, как это произойдет, при каких обстоятельствах, но вы это запомните. Запомните, это очень яркий момент, который просто невозможно игнорировать, невозможно забыть. Вас прям за вашей спиной будут называть вот везунчиком, либо счастливицей, да, прям так будут открытую говорить, что вы явно чем-то таким занимаетесь, да, либо вас вот прям как баловень судьбы, да, судьба выбрала и в темечко поцеловала. Ну вот какое-то яркое событие мне идет. Повезет, так повезет. Ну и слава Богу. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, вот здесь вы от чего-то откажетесь, как отговорят даже. Не просто откажетесь, вас отговорят. Умные люди отговорят вас от чего-то ненужного, никчемного и, возможно, даже в какой-то степени вредоносного. Вы будете сопротивляться, не знаю, то ли в силу характера, то ли в силу каких-то других обстоятельств, но два человека будут вас отговаривать и все-таки отговорят. Потом будете этим людям очень благодарны, что вот мимо не прошли, что поборолись, да, с вами же за вас поборолись и что победили. Дело будут люди говорить, может быть, слова не совсем правильные будут подбирать, но вы, пожалуйста, не обижайтесь, знаете, что эти люди вас любят и зла вам точно не желают. И еще здесь показан какой-то исход. Какие-то люди, гонимые чем-то, уходят. Как уходят, уезжают в разные стороны, как вот их выбрасывает. То ли они от чего-то откажутся, эти люди, то ли они куда-то отправятся в поисках лучшей жизни, лучших условий. Эти люди были вам то ли конкурентами, то ли помехами, то ли благодаря этому исходу у вас очень много возможностей в жизни появится. Меньше народу, больше кислорода, да, обычно так говорили. Ну вот не могу сказать, кто эти люди, кем приходятся вам. Может быть, вообще совершенно незнакомые люди. Вот как отток людей идет. Да, люди уезжают, съезжают, переезжают. И благодаря этому открывается для вас больше возможностей. Кстати, не только для вас, а скорее всего для всех тех, кто остается. Да, не все поедут, не все уедут. Кто-то и останется. Вот больше возможностей откроется. И это как-то тоже неожиданно произойдет. Либо вы, может быть, не следите за повесткой и вот случайно узнаете. Очень сильно удивитесь, но и порадуетесь, да, потому что люди съезжают, разъезжаются, там свободные квартиры, свободные вакансии. Опять же, меньше толпы, да, меньше загруженности там, бюрократической системы. Вот не могу сказать, что конкретно, но люди как разъезжаются. Но во благо вам, лично вам, кто зашел на эту отсыпку, тьфу-тьфу-тьфу, во благо идет. Так, большой воздушный змей будет сломан, большой обман. Воздушным змеям часто большие обманы показывают, либо просто обман. Но у вас большой, значит, и обман серьезный. Сломается, да, сломается. Больше обман не пройдет, либо люди правду узнают. Летать этот змей больше не будет, людей не будет отвлекать. Может быть, на уровне вот правительства, политики, да, может быть, на уровне там предприятия, либо даже семьи. Но воздушный змей будет сломан.
Так, а вот здесь какой-то негатив у вас прям под ногами, и вы его нещадно топчете. Негатив, негативное воздействие, негативное влияние, и также негатив, например, который вот застарелый идет. Прям ногами нещадно будете топтать. Какое-то средство, я так понимаю, найдете, либо что-то будете предпринимать, чтобы от этого негатива избавиться. И у вас получится. Прям ногами в грязь втаптываете, чтобы этот негатив не влиял ни на вас, ни на ваших близких. Может быть, при помощи специалиста, может быть, вы и сами все умеете, делаете, либо сделаете. Но негатива точно поубавится, вот прям значительно поубавится. Мешать вам этот негатив не будет. Дальше какой-то драгоценный предмет, колечко, сережки, кулончик. То ли вы сами себе приобретете, то ли в дар получите. Вещица очень красивая и очень необычная. Мне еще кажется, что вот благодаря этому камню, который будет в этом украшении, камень вот какой-то знаковый, может быть, энергетически очень сильно заряженный, что-то этот камень будет для вас привлекать, вот именно привлекать, да? Кому-то любовь будет привлекать, кому-то везение, кому-то деньги, кому-то здоровье крепкое. Ну вот камень какой-то необычный, даже как-то необычно блестеть будет. Может быть, поэтому вы сами себе его и купите. А может быть, поэтому тот, кто вам его подарит, да, и его и выберет как подарок для вас. Вот камень какой-то необычный. Может быть, даже не совсем там супер драгоценный, может, это не бриллиант, может быть, какой-то другой камень, там полудрагоценный. Но вот он энергетически очень сильно заряжен. О покупке точно не пожалеете. Ну а если это подарок, то эта вещь станет просто вот любимая, и вы ее просто с себя снимать не будете. Вы прям ощутите силу этого украшения, силу этого камня. Так, какой-то вопрос с оплатой закроется. Оплата чего-то. Куда-то нужно деньги отдать, что-то нужно заплатить, оплатить. А у вас, может быть, недостаточно средств, либо вы очень переживаете по поводу этой оплаты. Но вопрос, я вижу, что будет закрыт, прям точка будет поставлена. Не могу сказать как, но вы все разные, но голова у вас по этому поводу болеть точно не будет. Деньги будут внесены, да? Оплата будет проведена. То есть вопрос закрыт. Никаких там накладок, перекладок, истерик, паник, вот этого ничего не будет. Вопрос закроется. Так, еще вижу, что какой-то человечек прям вас на себе будет катать, причем вперед и назад. Может быть, вас кто-то на машине будет возить, подвозить и забирать. Может быть, человек для вас что-то будет делать. Причем делать не только там по договоренности, но еще и от души, да, от себя еще что-то будет добавлять. Ну и также на ком-то покататься, значит, человека подчинить себе. Да, человек вам подчинится, причем по доброй воле. Не по принуждению, а именно по доброй воле. Ну, почему нет? Если есть такая информация, пусть будет. Да? Пригодится, ребятки, пригодится. Дальше. Больше солнечных дней. Может быть, в прямом смысле слова, да, вот прям погода будет шикарная, прям солнышко будет светить, и вы прям порадуетесь. А может быть, в переносном смысле, да, больше светлых, позитивных дней, теплых дней, чем дней, когда вы там в дурном настроении, либо какие-то неприятности происходят, да. Вот больше солнечных дней показано. Но вам это тоже как во благо пойдет. Вы прям этому радоваться, как ребенок радоваться будете. Так, вот здесь показан какой-то отдых, но отдых не зависящий от вас. Да, вот какая-то ситуация вам выпадет, что вы просто вынуждены будете отдыхать. Вот прям расслабиться, передохнуть, перевести дух. Кратковременный, но очень вам на пользу пойдет. Луна. У женщин идет просто дикое обострение интуиции. Прям будете всех пугать этим. Ну и сами будете побаиваться себя. Прям предсказываете направо и налево, и ваши предсказания, они просто вот сбываются на раз, два, три. Какие-то, знаете, даже будут моменты, когда вы о чем-то подумаете, либо кто-то что-то говорит, а вы уже про это знаете, да, вот как-то так у вас будет идти. Не бойтесь, это ваша интуиция, она вас точно не обидит, это неплохой знак, это хороший. Пользуйтесь, да, интуиция обостряется, пользуйтесь для себя, пользуйтесь для своих близких, да, не бойтесь этого, это нормально. Это не про что-то плохое, это наоборот про хорошее.
Кстати, про хорошее, да, вот здесь какой-то человек вам очень доброе дело сделает. Причем человек может быть как и знакомый, так и незнакомый. Но явно не ждете, явно не будете просить. И вообще, знаете, вы такой человек скромный, я так понимаю, не сильно там других берете, либо на других надеетесь. Тут человек сам проявит инициативу, либо человеку очень сильно захочется сделать вам приятно. Мужчина слезет с деревянной лошади. Ну, деревянная лошадь – это работа в холостую, да, работа за спасибо, либо за хлеб, за воду. Ну и также, например, мужчина мог рассказывать, что вот как пойду на работу, как начну работу работать, как посыпятся деньги, да, вот как обещание все время давал. Ну вот я вижу, что наконец-таки с этой деревянной лошади слезет. Нелегко мужчине придется, когда действительно за работу возьмется, там первые, там, может быть, там, 2 недели, 3 недели, прям будет ходить несчастный, лица на нем не будет. Но с другой стороны, я вижу, что он втянется. То есть у него какая-то адаптация тяжелая, наверное, будет. Либо долго не работал, да, пока попривыкнет. Вот. Вы его не ругайте, но и мотивируйте, да. Главное, чтобы он не бросил. Вот если он переживет эти первые 2-3 недели, будет дальше работать и уже, как знаете, нон-стопом пойдет, втянется, вообще будет идеально все. Вот. Если откажется от работы, то еще на неопределенное время засядет на эту деревянную лошадь и дальше будет на ней кататься. Ну, девочки, это как бы нехорошо, неприлично, так нельзя. Вот, не дайте ему с работы уйти. Будет пытаться, будет там жаловаться, говорить, что у него все болит, он не справляется, там голова кругом идет, что он тошнит его, в обмороки падает. Ну, в общем, вы его не слушаете, наоборот, вот прям выталкиваете его на работу. Пусть работает, нечего. Так, вот здесь у меня показано вы, и к вам кто-то на поклон идет. Причем не один, здесь 2 или 3 человека к вам на поклон придут. Очень сильно вы им понадобитесь. Очень сильно понадобится то, что вы знаете, умеете, либо делаете. Прям на поклон идут, причем поклон очень низкий. Такой прям, знаете, лбом землю поцелует. Вас очень удивит, что эти люди так низко кланяются. А с другой стороны, возможно, вы сами про себя чего-то не знаете, да? Возможно, вы достойны не только таких поклонов, но и нечто большего. Те люди, они как первые поймут, либо первые догадаются. А может быть, люди как-то пользовались вашими услугами, либо вы помогали, что-то для них делали, да? Люди пошли в поисках там других предложений. Ходили, разочаровались, теперь к вам возвращаются и вот настолько низко вам кланяются. Это будет приятно. И, кстати, это очень заслуженно для вас. Дальше показано, что вы от какой-то шапки избавитесь. Тут такая шапка, она и глаза, и уши закрывала. Вы от этой шапки избавитесь. Больше будете видеть, понимать, ощущать, принимать. Шапка может быть и чей-то обман, и шапка может быть самообман. В общем, вы от этого избавитесь. Еще показано, что у мужчины на женщину глаза откроются. Причем широко откроются. Здесь мужчина к какому-то правильному выводу по поводу женщины придет. Как переломный момент в ваших отношениях идет. Отношения не будут прежними, и со стороны мужчины явно будут улучшения. То есть больше будет ценить, больше будет уважать, оберегать больше будет. Может быть, поймет, что вот тебя благословили этой женщиной, да, что ты там куражишься. Либо поймет, что если вас потеряют, то вот кому он такой нужен, да, кто его таким терпеть будет. Ну, в общем, будет очень стараться. И главное, что он действительно прозрел. Это не искусственно, там, чтобы вам в доверие втереться. Нет, это именно прозрение, которое не только вот, глаза, да, но еще и душа прозрела на вас. Прям очень будет стараться, чтобы у вас все было хорошо. Так, ребенок у кого-то будет в пределе. Ребенок, и вот вижу, мама стоит, прям с замиранием сердца любуется, да, ребенок в пределе. Может, спортом займется, может, какие-то кружки и секции, может быть, курсы какие-то, да, вот прям в пределе и увлеченно занимается.
Да, не на улице там непонятно с кем общается, не дома там телефон, компьютер, попу просиживает, а вот именно делом занят. И прям так вам будет приятно, прям порадуйтесь за своего ребенка. Возможно, вы его сами туда пристроите, а возможно, ребенок сам попросит, да, мама, отведи, либо мам, я хочу учиться, да, вот что-то такое произойдет. Ну, в общем, ребенка своего не узнаете, ну, либо узнаете и очень сильно порадуетесь, скажете, ну, умничка, да, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Какие-то фейерверки показаны и справа, и слева, как дважды какие-то неожиданные события произойдут. Одно прям вам очень понравится, другое скорее как напугает чуть-чуть. Но фейерверки это не страшно на самом деле. Да, это резко, это неожиданно, но это все равно к хорошему, к лучшему. Вот. Одно прям ждали, наверное, и с любопытством будете рассматривать, а второе прям немножко так напугает вас, ну слишком резко произойдет. Дальше в центре показываю человека, который станет для вас очень важным. Работа, дружба, служба, да, вы все разные, у каждого по-своему. Важным. Я не могу сказать, что вы зависимы, хотя у кого-то еще и так может отыграться, да, но тем не менее человек станет для вас важным. Важно мнение этого человека, важно отношение этого человека, поступки важны. Что-то вас будет соединять, что-то вас будет объединять. Дальше. За что-то вы деньги получите, крупную сумму. За что-то. Там не просто так, не с неба падает. Там то ли вам должны были эти деньги выдать раньше, отдать, может быть, то ли это какой-то возврат денежный, то ли вот как положено вам, может быть, эти деньги получить. Вот вижу, что получите крупную сумму, но это ближе вот к середине, конец месяца, ближе туда пойдет. И, конечно, деньги прям сыграют свою роль, да, в улучшении вашего настроения. Но месяц теплый, да, вот идет, что теплый месяц. Теплый по эмоциям, впечатлениям, то, что жизнь вам дает, то, что судьба дает. А судьба будет щедра, это прям 100%. Даже по этому дереву понятно, что судьба будет к вам щедра. Какой-то лабиринт. Вам не идти в этот лабиринт. Вы то ли переживаете очень сильно, что с какой-то сложной задачей вам придется справляться, но вы в лабиринт не пойдете, вы мимо его обойдете, вам другая дорога откроется. Не в лабиринтах будете блукать, а вот пойдете именно другой обходной дорогой. Лабиринты точно не про вас. Может быть, кто-то туда и попадет, но точно не вы. Но переживать будете, переживать. Так, еще какая-то вот новость придет под самый конец месяца, которая всех порадует, всех, вот не только вас, не только ваших близких, вот как всех людей порадует. Это очень хорошая новость. Ну и в самом венце нам показывают звезду. Звезда крупная. И звезда, она как в семью летит. Там не одному человеку, а как в семью падает. Что-то хорошее произойдет в семье, или как мечта исполнится для семьи. Может, вся семья о чем-то мечтала. И это происходит, это исполняется. Особенно вот как-то дети будут рады. Ну, либо младшие родственники будут рады. Звезда очень большая и прям в семью падает. Прям яркое такое событие. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.